Поговорим о Сухановском доме. Это ныне литературный музей Ивана Алексеевича Куратова. На сегодняшний день это одно из самых старинных зданий города Сыктывкара. Начать я хочу с 1780 года. Именно в этом году небольшое селение Усть-Сысола становится городом Усть-Сысольском. На бумагах мы стали городом, и вот с тех пор нужно было и соответствовать этому статусу. А этому надо было способствовать. Каким образом решили способствовать? Во-первых, по всем городам сначала разработали, а потом разослали план застройки города. Такой план получил и наш город в 1783 году. И там было указано, в каких местах нужно строить определенные здания, которые имеют какие-то функциональные особенности, либо просто жилое строительство, где следует вести в городе. И кроме того, с этими планами был разослан еще и альбом. Альбом, который содержал огромное количество иллюстраций и который регламентировал даже, как должен был выглядеть жилой дом, будь то деревянный или каменный, в любом городе. И вот как раз по одному из таких проектов, описанных в этом альбоме, и был построен дом купца Суханова уже в начале XIX века. Если бы мы с вами очутились в городе Усть-Сысольске в самом начале XIX века, мы бы убедились в том, что застроен был он очень слабо. В основном все дома располагались вдоль берега реки Сысолы. Самым престижным районом была улица Набережная, улица Сухановская, которая шла параллельно реке. И вот самое начало Покровской улицы, улицы Сухановской, Трехсветительской. Это были самые густонаселенные улицы. Прямо на плане 1783 года можно увидеть название Сухановская улица. Это было связано с тем, что уже тогда, к концу XVIII века, Сухановы имели свой вес. Не только в нашем городе, но и за его пределами. Вообще род Сухановых, он происходит из Яринского уезда. К началу XVII века они числятся черносошными крестьянами погоста Усть-Сысола и начинают торговую деятельность. Уже в XVIII веке они всю свою торговую деятельность связывают именно с Коми-краем и в основном скупают продукты охоты и рыболовства у местных крестьян и перепродают ее. Дом, про который сегодня идет речь, он был построен Степаном Григорьевичем Сухановым. К сожалению, вот на сегодняшний день мы не можем сказать точную дату строительства. Можем лишь отметить по архивным данным, что начало строительства ведется с 1801 года, и в 1815 году дом уже числится как завершенный. Если говорить об убранстве парадного фасада здания, то здесь нужно отметить несколько таких важных моментов. Во-первых, во второй половине XVIII века очень многое, в том числе и просто строительство частных домов, в нашем государстве регламентировалось. В частности, когда наш город получил план застройки, вместе с ним мы получили еще и альбом с иллюстрациями, благодаря которым местные чиновники, и местные жители знали, как дома, в том числе и деревянные, и каменные, должны выглядеть. В этом альбоме регламентировалось все, в том числе и цвет штукатурки. Именно дом Сухановых построен по тверскому типу номер 3. Дело в том, что до 80-х годов XVIII века Тверь была таким городом, настоящей такой вот площадкой для реформ городской застройки. Именно там впервые начали выстраивать такие вот дома образцовые. Причем строительством занималось государство. Выстраивали дома нескольких образцов, а потом продавали их в частные руки. Именно поэтому дом называется тверского типа. То есть вот один из проектов
реализованных в городе Твери, потом вот был реализован и в нашем городе Усть-Сысольске. Именно этот дом, он интересен тем, что первый этаж, он стилизован под такой высокий цоколь. И если бы мы с вами в начале XIX века зашли в этот дом, мы очутились сразу вот в таких вот подсобных помещениях. Здесь были склады и кухня. Сами купцы, купеческая семья, они жили на втором этаже. Здесь располагались парадные помещения, причем все помещения, они устроены по анфиладному типу. Если посмотреть на парадный фасад здания, то он выполнен в стиле классицизма, он имеет очень строгий, сдержанный вид. В центре сразу бросается 3 окна центральные, которые несколько выдаются из такого общего полотна. Их разделяют 4 пилястры, оформленные в виде колонн. Сами Сухановы в этом доме жили достаточно недолго. К 40-м годам они переходят из купеческого в мещанское сословие, но Степан Григорьевич этого уже не застал. И в 40-е годы XIX века начинаются переговоры Сухановых с городской администрацией о продаже дома. Дом продали в городскую казну, и здесь первое время, уже в 1850 году, открыли уездное училище, которое потом было преобразовано в городское училище, а затем уже и высшее начальное училище в 1912 году. Для того, чтобы преобразовать вот этот бывший купеческий дом в помещение, предназначенное для школы, было сделано несколько переделок, но по-прежнему первый этаж он имел вот такое вот хозяйственное предназначение, а на втором этаже располагались классы. Вначале уездное училище было трехклассным, вот как раз мы сейчас находимся в одном из бывших классов уездного училища. Здесь очень много окон, очень светло, и именно в этом зале сохранилось лепное убранство потолка, которого нет, в общем-то, во всех остальных. Это связано с 1930 годом, когда очередную перестройку переживает это здание, очередной ремонт, не совсем удачный, потому как прямо в течение всего лета, с мая по сентябрь, здание стояло без крыши. И вот из-за накопившейся воды часть лепнины была навсегда утрачена. Училище уездное, городское, оно было трехклассным. Здесь учились мальчики. В 1912 году училище было преобразовано в высшее начальное, и сюда могли поступать мальчики 10-13 лет, причем это были в основном мещане и крестьяне. Купеческих детей здесь не было. И обязательным условием было то, что при поступлении мальчики должны были уже окончить первую ступень образования, то есть это, по крайней мере, там земская школа у них должна была быть уже за плечами. Интересно то, что преподавание в училище с самых первых дней велось преимущественно на русском языке. Вот если мы с вами представим себе вот того ребенка, там, второй половины XIX века, начала XX века, он русским языком, я не знаю, владели единицы. В основном это было коми-население, которое в семье обязательно говорило на коми-языке. Но и вообще, в принципе, надобности в основном не было изучать русский язык, потому что все вокруг говорят на коми. И поступая сюда, конечно, такие дети, они испытывали очень большие трудности, и в основном отчисление проходило именно из-за того, что трудно воспринимать, да, математику, там, арифметику на русском языке. Потому что в той же земской школе все это преподавалось на родном, на коме. Но, несмотря на это, достаточно много, и в том числе известных людей, закончило это учреждение. Среди них можно назвать Калистратом Жакова, Василия Лыткина, Андрея Цембера, Ивана Коюшева. Ну и этот список можно продолжать и продолжать. Во времена, когда здесь располагалось городское училище, в 1909 году
ученики вместе с одним из преподавателей, Петром Петровичем Ползуновым, во дворе здания обнаружили какую-то просто дыру в земле. Впоследствии, а они, в общем-то, знали, да, о нападении разбойников, приплывших в селение Усть-Сысола с Вычегды, и они знали о том, что на этом месте до появления каменного дома была деревянная усадьба купцов Сухановых. Уже в XIX веке несколько раз печатали и о нападении, и о подземном ходе, который потом после этого нападения здесь появляется. И вот эти ученики вместе с преподавателем обнаруживают вход в этот подземный ход. Как потом напишут, в том числе и в небольшой брошюрке, посвященной истории городского училища, попасть внутрь, ну, на это нужна была смелость, потому что все выглядело очень небезопасно. Внутри вот эти вот деревянные балки, перекрытия этого подземного хода к началу XX века, они уже сгнили, и, в общем-то, была опасность обрушения потолка, и поэтому вот сам Петр Ползунов, он несколько сажень вперед прополз, и, в общем-то, на этом остановился, видимо, инстинкт самосохранения он сработал и вылез обратно. Но вместе с тем он описал, что внутри этого подземелья он увидел какой-то большой булыжник, возможно, это вот какая-то была как дверь в какое-то другое помещение. С этим подземным ходом связана одна из немногочисленных городских легенд, по которой вот после нападения 1739 года Сухановы решили прорыть подземный ход, который начинался от их дома и выходил к реке Сысоле. И еще в легенде говорится о том, что, возможно, в этом подземелье спрятаны и сокровища, скажем так, купцов Сухановых. Поскольку вот уже в начале XX века не было возможности попасть глубоко внутрь этого хода, про сокровища, вот, к сожалению, никто больше никаких подробностей не знает. На этот подземный ход еще несколько раз потом натыкались, в том числе вот в 1925 году рыли канаву на улице Набережной. И тоже строители потом написали заметку в газету о том, что наткнулись на подземный ход Сухановых. Здание после того, как свершилась революция и вот царская система образования, она тоже прекратила свое существование, в 1918 году отдали под советскую школу. А потом, когда встал вопрос о том, где расположить областной музей, выбрали именно Сухановский дом. Это такая очень распространенная практика, когда под музей выбирают именно какие-то исторические здания. И вместе с этим в 1924 году, когда выбирали здание под областной музей, очень удачно решили, что он должен располагаться в самом старинном здании города, на тот момент еще Усть-Сысольска. Естественно, здания не было изначально, когда строилось еще купцами, в мыслях не было о том, что когда-то здесь будет располагаться музей, поэтому какое-то время вот решали эту проблему, в том числе вот в 1930 году был крупный ремонт здания. Он в первую очередь был связан с крышей, которая, в общем-то, была наладом уже дышала, но и музейные потребности в этом ремонте тоже были учтены. В целом у нас получается замечательная цепочка. Мы находимся в самом старинном здании города Сыктывкара, которое раньше принадлежало купцам, затем становится учебным заведением, и потом было преобразован музей. И сейчас музей на своей экспозиции транслирует историю и купечества, и историю учебного заведения, и вообще развития литературы нашего региона.